Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За прошедшую неделю выезжали всего 114 раз, произошло пожара 8, аналогичный период 10 пожаров. Всего зарегистрировано... Можно громче, пожалуйста, плохо слышно. С начала года зарегистрировано 959. Гибли не допущено за прошлую неделю, травмировано нет. С начала года 14. За прошедший период проведены 42 рейда, проверены 432 дома, проинструктировано 964 человека. С начала года проведено всего... Сколько проинструктировано? 964 человека. 964. Проверено сколько? Проверено 432 дома. 432 дома. Так точно. Так, итого с начала года проведено 1815 рейдов. 1900 сколько? 1815. 1815 домов проверено. Хорошо. Да, доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За отчетный период инспекторским составом всего проверено планово 15 объектов, внепланово 3 объекта. Составлено протоколов о административных правонарушениях 11. За нарушение требований пожарной безопасности на должностных лиц составлено 2 протокола на сумму 12 тысяч рублей. И за допущение пожаров составлено 6 протоколов на сумму 20 тысяч рублей. Предупреждение составлено на должностных лиц 2, на юридических лиц 1. Рассмотрено жалоб граждан 8. Также продолжается проверка объектов жизнеобеспечения котельных города Якутска. Всего на территории у нас зарегистрировано 214 котельных. На сегодняшний день проверено 136 котельных. Доклад закончил. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемый член совещания. Оперативная обстановка в городе Якутске за неделю характеризовалась незначительным ростом регистрации преступлений. Так, за неделю по оперативным сводкам зарегистрировано 23 сообщения о преступлениях, раскрыто 16. Из них тяжких, особо тяжких 8, раскрыто 6. Из числа ранее совершенных преступлений всего раскрыто 41 преступление. Это 1 тяжкий вред здоровью, 2 изнасилования, 13 краж, 3 угона, 11 мошенничеств, 1 преступление по линии незаконный оборот наркотиков, 10 прочих преступлений. Установлено лица, совершившие преступления, 64. Из них ранее судьями 22, женщинами 8, несовершеннолетними 6. Поступило сообщение о пропавших 7, в том числе несовершеннолетних 4. Установлено 10 пропавших 5, 2 из которых были объявлены в течение недели. Несовершеннолетних установлено 2 на 1. В смысле, 2 несовершеннолетних еще не установлено местонахождение? Почему у нас не установленных нету сейчас? Нет. Все 4 вы сказали несовершеннолетних? Это одно, которое объявлено в течение недели было. Понятно. Объявлено в розыск преступников 7, из них установлено 1, из ранее объявленных установлено 2 преступника. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 5, суицидов 2 на 1. По системе видеонаблюдения «Безопасный город» выявлено 8 фактов совершения административных правонарушений. Раскрыто 1 преступление, то есть, извиняюсь, 2 преступления, одно из которых выявлено по использованию архивных данных. По системе «Гражданин полиция» сообщений не поступало. План перехвата вводился 1 раз, транспорт задержан. За неделю отделами и подразделениями всего составлено административных протоколов 1294. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 56 человек. На 3 ноября всего содержится 38. В СНП помещен 1 несовершеннолетний. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 5 человек, из них арестованы 3, освобождено 2. За неделю на территории города Якутска было проведено 4 массовых мероприятия, 2 публичных, 1 спортивное и 1 иное мероприятие, в которых приняло участие 1000 человек. На охрану общественного порядка было задействовано 10 сотрудников ОВД, 18 сотрудников Росгвардии. Также у нас продолжается операция «Группа», также профилактика краж крупного рогатого скота. Доклад закончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За истекшую неделю оперативная обстановка на обслуживаемых объектах транспорта города Якутска остается стабильной, находится под постоянным контролем служб управления. На территории оперативного обслуживания проводятся оперативно-психологические мероприятия «Нет ненависти и вражде», а также мероприятия, направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспорта.
За истекшую неделю в дежурной части зарегистрировано 5 преступлений. Тяжких, особо тяжких нет. Всего по городу Якутску выявлено 54 административных правонарушений. Из них в сфере антиалкогольного законодательства 19, за нарушение запрета табака 12, за нарушение миграционного законодательства 6, иные 17. С помощью видеокамер в аэропорту выявлено 10 административных правонарушений. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрированы 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых ранения получили тоже 4 человека. В целях профилактики ДТП выявлено 894 правонарушения, из них 35 нетрезвых водителей. За тонировку выявлено 63 правонарушения, на спецстоянку доставлены 54 автомашины. За неполнение требований дорожных знаков привлечено 2 водителя грузовых автомобиля. По выявленным недостаткам содержания УДС выдано 15 предписаний. По линии технического надзора к административной ответственности привлечено 3 должностных лица и возбуждено административное дело в отношении юридического лица 1. В выходные дни госинспекции проведены рейдовые мероприятия, а также обеспечена безопасность на массовых мероприятиях. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 20 проверок, в ходе которых наложено 6 административных штрафов на сумму 3500 рублей. Вынесено 2 дела, передано по подведомственности в другие надзорные органы. В результате рейдовых мероприятий выявлен факт слива жидких бытовых отходов в поселке Табага на горе, более 3000 квадратных метров загрязнения. Машины были пойманы на месте с поличным. Машины принадлежат ООО «Тудор», который вывозит жидкие бытовые отходы по договору с жилконсервисом с поселка Табага. Я хотел бы обратить внимание, что это не первый факт по данному случаю, что по договору с администрацией, жилкомсервису, эта фирма УДОР каждый год выявляются факты данные. То есть прошу принять все-таки меры, потому что до сливной станции они зачастую не довозят свои жидкие бытовые стоки. Также продолжается работа в округах города и по обращениям. У меня все. Спасибо. Жилкомсервис, пожалуйста, как вы можете прокомментировать? Это действительно не первый год продолжается. Валерия Сергеевна, здесь вы? Жилкомсервиса нет, что ли? Так, СГХ. Повторяюсь, это продолжается не первый год, и с этим Тудором все равно соглашения не подписываются, договоры подписываются, и ни для кого уже в этом городе не секрет, что это они сливают на горе. Ну сколько можно? Разберитесь. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. Показатель заболеваемости на 6,5% ниже недельного эпидемического порога. За 4 дня прошлой недели показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,5%. По иммунизации против гриппа в городе Якутске план выполнен на 98%. По реестру мест накопления твердых коммунальных отходов Управлением Роспотребнадзора подготовлено 266 заключений о соответствии из поданных 400 заявлений, из них половина по частному сектору. Управлением Роспотребнадзора за прошлую неделю рассмотрено 12 дел об административном правонарушении в отношении 1 гражданина, 4 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателей и 5 юридических лиц. Назначено 4 предупреждения и наложен административный штраф на общую сумму 62 500 рублей. Дежурство в праздничные дни прошло без происшествий. Доклад окончен. Спасибо. Так, пожалуйста, Управление муниципального контроля. Доброе утро. С начала года в управление поступило 3902 обращения, за отчетную неделю 71. Из них больше всего поступила от структуры окружной администрации 56 обращений, направлено ответы 105. В работе находится 177 обращений юридических и физических лиц. По проверкам. С начала года проведено 268 проверок, за отчетную неделю 8. В работе находится 12. По видам нарушений: самовольное занятие земельного участка 7, по нецелевому использованию земельных участков 2. По обследованиям. С начала года мы обследовали 3000, это другой слайд, пожалуйста, 3284 земельных участка, за отчетную неделю 71.
самовольно заняты 7, нецелевой 1, без нарушений 63. По административному регламенту проведено 40 актов земельного осмотра, самовольно занятых участков не обнаружено. С начала года управлением... Подождите, а почему у вас там нецелевое 1, если на предыдущем слайде было нецелевое 2? Здесь имеется в виду нецелевое по проверкам, а акты обследования, они имеют в виду в целом. А к чему такие сложности-то? Почему цифры не сходятся? Потому что у нас отчетность по проведению обследования земельных участков идет в целом, а по проверке идет, как сказать, по программе, которая у нас работает совместно со всеми органами. Ну, вы отчитываетесь по одному какому-то тогда показателю. Так, а самовольное занятие земельных участков тогда 7 или больше? Самовольное занятие земельных участков 7, нецелевое 2. Имеется в виду здесь... Нет, дальше один- следующий слайд покажите. один- Так, а с чем вызвано, что вы 3284 земельных участков проверяли и только за последнюю неделю нашли 7? Имеется в виду 3000 это за текущий год, Ну, я понимаю. а за неделю 71 обследование прошло. Тогда вот эти вот столбики у вас о чем, за неделю? Это за 71 за неделю, да. Так сделали бы за год тогда. Вы указываете 3284 проверки, и столбики у вас за неделю. Потому что отчетность мы еженедельно уже даем. Ну, за год было бы показательнее, наверное. Так, ладно, Хорошо. дальше. С начала года в управление Росреестра на составление протоколов административного правонарушения направлено 118 материалов, 23 из них находятся в работе. Штрафов за текущий год наложено на 500 тысяч рублей. За прошлую неделю мы отправили 9 материалов, одно из них на юридическое лицо. Штрафов мы получили по 2 протоколам административных правонарушений на сумму 10 тысяч рублей. Так, в прошлом году за 2018 год штрафов было на сколько? На 24 тысячи наложено, да, или на 48? По прошлому 2018 году порядка 300 тысяч. Нет, взыскано было гораздо меньше. Ну, я уточню. Уточните. Так, ладно, дальше. Ну, кратко у меня все. По самовольному занятию земельных участков дальше что вы делаете? По Алгоритм самовольному доступа. занятию земельных участков мы передаем документы в правовой департамент. Если решение Росреестра о наложении административного штрафа вынесено, также передаем информацию в правовой департамент на освобождение земельного участка и ждем решения суда. По итогам рассмотрения судебных дел судебные приставы нам направляют информацию о том, что судебное производство закончено в связи с исполнением. Мы выезжаем, проверяем, направляем документы в правовой департамент о том, что решение суда выполнено. Тогда исполнительное производство заканчивается. Но, к сожалению, информация, поступившая от судебных приставов, говорит о том, что отчетность прошла и исполнительное производство снято, но, к сожалению, не во всех проверенных земельных участках решение суда, вступившее в законную силу, выполнено со стороны правонарушителя. Об этом мы также информируем судебных приставов, и приставы повторно начинают исполнительное производство. Так, нам, наверное, надо все-таки правовой департамент, значит, в ближайшее время провести очередное плановое совещание с судебными приставами, посмотреть ситуацию по городу и в части окружной администрации, и в части тех наших требований, которые мы заявляли в судебном порядке. Так, хорошо, дальше. Административная комиссия. Утро. На прошлой неделе составили протоколы административной комиссии 16, промышленный округ 8, автодорожная 6, строительный 5, Сайсарская 1 и Губинская 1. Всего составили 37 протоколов, из них по 5.3, то есть по уклонению от регистрации животных 12 протоколов, по 6.9, то есть... Уклонение от регистрации животных? Да. Это собаки? Да, собаки, кошки. Дальше. Туда ходят и экзотические животные, все. По 3.5, то есть по 6.9 по размещению несоциальных торговых объектов 10 протоколов, по 3.5 по нарушению тишины и покоя граждан 6, по 6.25 по уборке территории 6 и по 6.19 по размещению объявлений 3. Всего за неделю, следующий слайд, пожалуйста. Сегодня за неделю вынесено предписание 28, из них в отношении управляющей компании 9, исполнено предписаний 26, за год вынесено 2638 предписаний,
Из них исполнено 2493, не исполнено 145. У меня все. Неисполненный срок еще есть у них исполнение? Или Да. это те, кто категорически не хотят исполнять? При неисполнении составляют протокол. Ну, срок у них есть еще Да, вот этих 100? срок имеется. То есть они в работе сейчас? Да. Хорошо, все, спасибо. Так, СГХ, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. В рамках приемки выполненных работ по капремонту объектов дорожного хозяйства в субботу проведена комиссионная проверка объектов, выдано соответствующее предписание подрядчикам. Также у нас завершен этап комиссионного осмотра мест накопления твердых коммунальных отходов совместно с Роспотребнадзором и Управлением архитектуры с выдачей соответствующего заключения Роспотребнадзором. По итогам работы будет актуализирован реестр мест накопления твердых коммунальных отходов и размещен на сайте окружной администрации. Когда? 15 ноября. 15 ноября, Да. хорошо. По итогам проверки Роснадзора города Якутску выдан паспорт готовности к отопительному сезону. Ну, у меня кратко все. Спасибо. Так, у нас с вами возникает довольно сложная ситуация, Айван Анатольевич, по вывозу мерзлых бытовых отходов. Да, все верно. Ну, я думаю, Роман Сергеевич сейчас по МБО доложит отдельно, да? Да. Ладно, хорошо, спасибо. Якутдорстрой. Доброе утро, Сардан Владимир. Доброе утро, коллеги. Предприятие, значит, за неделю отработало, особенно в выходные дни в усиленном режиме. С 9 октября по 3 ноября вывезено нами порядка 11 283 кубов снега. Израсходовано на подсыпку, значит, речного песка 4500. В данный момент занимаемся, значит, срезкой осевых обочин снежного наката. Сегодня в день выйдет порядка 4, уже выходит порядка 4 градеров, 5 мехколонн для вывоза снега. Прогноз по осадкам какой на эту неделю? Ну, вроде мороз уже ожидается. Я думаю, за неделю зачистимся полностью. Сегодня и по тротуарам мы уходим. Сегодня тротуары, да? Да. Хорошо, ладно, спасибо. Так, Якутская кассеть. Якутской кассете. Они что, вдвоем ушли мусор убирать, что ли? Или считают, что вторник, планерки нет, да? Так, ладно. Управление здравоохранения. Доброе утро, уважаемые коллеги. За прошлую неделю медицинские организации отработали в штатном режиме. План по вакцинации выполнен на 98,2% к 1 ноября. Это много или мало? Это нормально. Нормально? Да. Ну, за последние недели у нас в городе сложилась погодная ситуация беспрецедентно теплая в отношении вот нашего данного сезона, да, и поэтому, естественно, это сказалось на здоровье граждан и на качестве жизни граждан нашего города. По экстренным вызовам у нас отмечалось за последние недели несколько повышений, такое, ну, процентов на 10-15, в том числе и по несчастным случаям. По травматизму у нас идет уменьшение по сравнению с прошлой неделей на 130 случаев обращений в травмпункт, но остается на уровне пока детский травматизм, 76 детей обратилось по поводу гололеда, это ушибы и растяжения в основном. По обстановке в инфекционной больнице детской у нас... А вы можете посмотреть статистику по месту происшествия? Вам это доступно? Ну, в принципе, можно сделать, но это займет время, естественно. Это поднимать надо карточки все. Да. И адреса, где они упали. Это не по месту жительства бывает, естественно, да? Ну, некоторых, такие частые случаи мы можем проследить. Да, мне для выводов относительно деятельности территориальных органов управления. На территории какой управы это произошло для принятия мер? В принципе, можно сделать, да. Но это время Жалоб займет. очень много? Хорошо. Ладно, спасибо. Так, управление образования. Доброе утро. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану.
и во всех школах практически работают лагеря дневного пребывания в виде каникулярных школ. По заболеваемости в дошкольных образовательных учреждениях 12,5%, 15 групп на карантине. В школах заболеваемость 4,87%, один класс, ну, в одном классе приостановлен учебный процесс. Это соответствует данному сезону? Ну, вероятно, чуть выше в связи с теплой погодой, да? Нет, нормально. Нормально? По прививкам у нас по дошкольникам привито 56,4%, отказов 16%, методов 13%. По школам привито 60,56%, отказов 27%. Ну, вы считаете от общего количества, да? Да, от общего количества. По сотрудникам у нас дошкольники привиты 89,7%, методводов 8,3%, отказов 1%. По сотрудникам, по учителям 80,43%, методвод 20%. Вот. Сегодня открываются курсы высшие по информатике в 5-й школе, в 33-й школе готовим кадры по форсайт-сессии по национальному проекту цифровая образовательная среда, готовим учителей. У меня все. Хорошо, хорошо. Ладно, садитесь. Бурцев Константин Семенович, управление спорта. Доброе утро. Управление работает в плановом режиме. Проведены на прошлой неделе соревнования. Вот открытый чемпионат города по борьбе Капсагай. Приняло участие 292 спортсмена. Также прошел финал Кубка главы по мини-футболу. Кубок завоевал мини-футбольный клуб ИПИС-99. Также провели 4 ноября Кубок дружбы среди национальных общин. Выиграл Кубок землячества Армении. Армении? Армении. На второе место кто? Второе место Киргизия, третье место Узбекистан. Так, на этой неделе у нас открытый чемпионат города по вольной борьбе памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Валерия Петровича Керемесова. И также чемпионат города Якутска по лыжным гонкам, который пройдет в юности. Вкратце все. Ну вот это ваше предложение, Константин Семенович, о проведении в следующем году Кубка Союза, посвященного 75-летию Победы, значит, куда вы намерены пригласить для участия представителей всех национально-культурных общин, значит, города Якутска, если надо, республики, для того, чтобы, значит, почтить память дедов. Это вот очень хорошая идея. Пожалуйста, положение разработайте. Заранее надо с национально-культурными объединениями поработать. И вы будете только по футболу это проводить или по каким-то еще видам спорта планируете? Не, мы проведем по мини-футболу. В этот день еще по большому футболу пройдет Кубок Победы, а так по мини-футболу проведем Кубок Союза, где будут принимать участие представители бывших союзных республик. Хорошо. Ну, автономии тоже можно включить. Спасибо. Центр занятости. Тоже нет? Тоже вторник у них, да? Так, ладно. Департамент градостроительства. Всем доброе утро. Департамент отработал в плановом режиме. На прошлой неделе у нас состоялась встреча с Галиной Иннокентьевной Данчиковой по двум проблемным объектам: Ленина 55 и ГСПК «Маяк 21 век». Кроме того, у нас состоялась встреча с Минстроем Республики по поводу строительства школы в 68-м квартале. Планируется строительство на 990 мест. Из федерального бюджета выделены средства на выкуп данного объекта после того, как ООО «Прометей» построит данную школу. По ДРЗТ по 16 и 20 кварталу и кварталу 2Б на этой неделе вам занесут на подписание. Аукцион у нас по одному заявителю было на каждый квартал. По объекту Короленко 25 заявление на выдачу разрешения так и не поступало. Коротко все. Так, ну надо их разыскать, чтобы они сдали заявление на разрешение Они все еще строительства. проектируют. Ну это что за застройщик-то такой?
Он сейчас опять в средствах массовой информации появится, что мэрия ему не выдает разрешение. Ну, заявление же хотя бы ему надо для начала подать, да? Так, значит, на сайте висит реестр самовольных объектов на территории города Якутска. Вы когда его актуализировали? Ну, мы постоянно актуализируем. Ну, последний раз когда? На прошлой неделе актуализировали? Может быть, на предыдущей. Вы, пожалуйста, проверьте, потому Хорошо. что сейчас надо будет до сведения жителей города Якутска значит, довести, поскольку меня обеспокоило то, что продолжаются, значит, договоры переуступки, купли-продажи по самовольным объектам, и в том числе и вот по Можайского люди не понимают, что они покупают нежилые помещения, поэтому все-таки наша с вами обязанность довести до сведения всех граждан список самовольных объектов, чтобы они могли посмотреть, где они могут приобретать недвижимость какую-то, где они не должны приобретать, ну и для собственников тоже. Хорошо? Так, ладно. Управление архитектуры, пожалуйста. Доброе утро. Мы провели 2 публичных слушания. Это по сессионным вопросам правила землепользования и застройки и присвоения наименования улицам. По проектам планировки межевания мы провели 2 рабочих группы, обсудили 28 вопросов и вышло 1 распоряжение. И 1 ноября у нас получена информация по индексу качества городской среды и показатели по городу Якутску 147 баллов. Это при пороге 180 баллов благоприятной среды. То есть по республике Саха-Якутия показатели ни одного города нету с благоприятной средой. Получается, из 13 городов Нерюнгри 162 балла набрал, Удачный 134, Мирный 127 и малые города до 100 баллов. Получается, Верхоян 77 баллов набрал. Ну, по выполнению приоритетной программы «Жилье городская среда», конечно, есть вот трудности. Каждый год должны добавлять по 2% по индексу качества, а у нас это 36 индикаторов, которые совершенно разнообразные, начиная от количества ДТП, заканчивая количеством очередей в детские садики. И мы выполнили анализ по каждому параметру, сколько нас увеличилось, уменьшилось, и готовы доложиться вас на совещании со структурными подразделениями. Да, пожалуйста, на этой неделе давайте поставьте. Хорошо. Но мы должны, Семен Афанасьевич, всем сказать и присутствующим, и горожанам о том, что в феврале будут новые замеры по городу Якутску по определению индекса качества городской среды, значит, по итогам 2019 года. И мы понимаем, что мы сознательно сейчас идем на ухудшение индекса качества городской среды. И показатели за 2019 год, вероятно, будут значительно хуже показателей 2018 года. И надо понимать, почему это произойдет. Это произойдет в связи с тем, что мы существенно ускорили и усилили работу с аварийным жилым фондом, ветхим аварийным жилым фондом. И если, предположим, за 5-летку признавалось аварийными где-то порядка 167 домов, да, 167 домов, то только за 1 год мы признали аварийными порядка 270 домов. Обновленной информации у меня сейчас нет, но 270 домов за 1 год. То есть то, что принималось за 5-летку, мы приняли за год. И это обрушит индекс качества городской среды. Но мы идем на это сознательно, для того, чтобы жители этих аварийных и ветхих домов имели шанс попасть в 3-й этап переселения, когда заработает 3-й этап федеральной программы. Поэтому в феврале, значит, замеры произойдут, где-то, наверное, весной объявят индекс качества городской среды города Якутска, и там у нас рейтинг будет ниже нижнего. Правильно? Да, действительно. Сравняемся, да. наверное, с Томотом или с кем там, с Аймиконом. Да, это чтобы все понимали, что мы делаем. Мы с вами не будем улучшать показатели индекса качества городской среды, будем отображать как есть. Некоторое улучшение у нас будет по дорожной инфраструктуре, но все равно количество ветхого и аварийного жилья, и этот показатель, оно не перебьет улучшение дорог, правильно? Ну, в целом 36 индикаторов, и по всем направлениям надо тогда двигаться, делать баланс между ветхим жильем и со всеми остальными показателями. Ну, поскольку индекс показатель по аварийному жилью мы обрушим в разы, то, я думаю, остальное не сможет перебить ничего.
Ну, не возникло у нас столько парков или не возникло у нас столько вот, значит, общественных пространств, которые могут эти показатели как-то Я на поднять. совещании вот это подробно Хорошо, все расскажу. хорошо. Ну, это для понимания всех. Хорошо, ладно. Дальше. Значит, пожалуйста, агентство земельных отношений. Доброе утро. За прошлую неделю в агентство земельных отношений поступило обращение 169, через портал 30. Нарушений сроков муниципальных услуг не было. Исполнение кассового плана 193 миллиона 165 тысяч, то есть 71,5%. По переводу лесного фонда информация такая, что пакет документов находится в правительстве Российской Федерации. Поступили замечания, какие именно скажут сегодня. Будем оперативно исправлять. Угу. Насколько они критичны, вам тоже не сказали, да? Нет, информация пока нет. В субботу поступили. Так, ну хорошо, ладно, ждем, садитесь. Так, департамент жилищных отношений. Доброе утро. Поступило обращение, у нас 231 обращение за неделю. Ответы направлены на 208. По Лермонтова 26/1 мы с МФЦ получили 32 квартиры. Документы сейчас по нанимателям работу мы провели. Сейчас по собственникам работы проводим, подписываем соглашение. По соглашениям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которые попали в программу, у нас 32 соглашения подписано. С остальными у нас работа эта ведется, но там по завышенным оценкам у нас были вопросы. Мы направили на экспертизу, и по итогам экспертизы написали жалобы в СРО, получается, дисциплинарный комитет, и по двум оценщикам были приняты дисциплинарные взыскания. Получается, ну, по нашим жалобам все подтвердилось. И один из оценщиков, в свою очередь, направил жалобу в ИБЭП на департамент жилищных отношений. Вот, вызывали в пятницу, и вот сегодня тоже вызывали. Ну, это же модно сейчас. Если ты не прав, жалуйся в УБЭП, да? Да, но у нас все документы есть о том, что именно его привлекли к дисциплинарному наказанию. Мы эти документы представим уже предварительно. А что на СРО-то не жалуются, а на вас жалуются в УБЭП? Ну, потому что по нашим жалобам... Понятно. Насколько завысили оценку, вы помните, нет? Ну, там... Порядок цифр. За 80 тысяч квадратных метров все как бы вот оценки идут. Ну, на деревянное жилье это мы все понимаем, что... А так у нас по тем жалобам, которые мы писали, там оценки они 90 и 100 тысяч квадратных метров были. Но сейчас... То есть по деревянному жилью эти оценщики 1 квадратный метр оценивали в 100 тысяч рублей, да? До 100 да, тысяч. это у нас несколько оценщиков только делали, все остальные оценщики, в принципе, они ситуацию Ну, 32 поняли. Соглашения вы с жителями подписываете. В рамках программы переселения они согласились на деньги. Да. Не будут ждать жилье, они решили взять деньгами. А остальным мы показали решение о том, что их оценки не соответствуют федеральному закону об оценочной деятельности. Они согласились с этим, как бы никто спорить не стал, и приняли решение обратиться к другим оценщикам. Значит, просьба к департаменту по работе со СМИ. Вот эту информацию, какая ведется работа по переселению, да, какая ведется работа по, значит, детям-сиротам, которые получают жилье, где можно ознакомиться со списками аварийного жилья, которое включено во второй этап переселения, а также разъяснение, почему те или иные дома попадают там в 2020, 2021, 2022 год. Все-таки еще раз в средствах массовой информации эту информацию надо, извините за повтор. На сайте обновили информацию у нас. Ну, в любом случае, всеми доступными способами необходимо обратить внимание людей на сайт. Мало кто сам заходит на сайт, если только вы дадите ссылку где-то в общедоступных ресурсах. Хорошо? Потом по совещанию с дирекцией жилищного строительства мы постоянно собираемся, и получается то, что та информация, по которой озвучили 57 тысяч за квадратный метр, она сейчас не подтверждается. О том, что будет единая цена установлена, так как в жилищном законодательстве изменений никаких не было, и
федеральный закон о фонде реформирования ЖКХ, это не предусматривает просто единую цену, потому что у всех жилье оно разное, место расположения жилья разное, ремонт в квартире разный, и пока просто единая цена невозможно. Ну, безусловно, это же очевидно, да. Что не может одна цена быть на все квартиры. Жилье же разное. Да, из-за этого... Это недостоверная информация прошла в средствах массовой информации, так? Ну, да. Вы сейчас ориентируетесь на российское оценку. законодательство, оно просто не позволяет сделать региональному законодательству этот шаг. Мы Вы работаем, как работали, принимаем у людей оценки, все так же, как по-старому было. Ничего нового у нас в этом нет. Ну и вот, значит, видеообращение дедушки, который тяжело болен, вы с этим разбираетесь, да? По программе переселения я вам в выходные отправляла. Да, выезд был, этот дом в программу попал, предложили маневренный фонд, от маневренного фонда он условно отказался, он обратился в суд, но если будет судебное решение, то будет возможность передвинуть в этапах программы. Ну, кроме того, еще хотелось добавить то, что вот у нас признание домов аварийным сейчас идет, которые вне программы. У нас количество судебных увеличится в связи с этим тоже. Также у людей есть основания обратиться в суд, воспользоваться этим правом и обязать окружную администрацию предоставить жилое помещение. Ну, не у всех категорий, конечно. Но мы сознательно на это идем же. Сознательно идем, да. Раз людям положено, значит положено, правильно? Да, количество исполнительных листов тоже увеличивается в связи с этим. Но это уже скорее к сведению Якутской городской думы, потому что когда будем закладывать эти средства, нам все равно надо будет смотреть. Да, исполнить мы решение и держать дальше суда обязаны. Хорошо. Ладно, спасибо. Главстрой. Доброе утро. На прошлой неделе у нас усиленно под вниманием прошла по соцобъектам. Две встречи на уровне первого замминистра провели по объектам нацпроектов с действующими участниками всеми. Да? Ну, надеемся, на этой неделе результаты у нас тоже будут по продвижению с экспертизой. Громче говорите, пожалуйста. Затем выезд был у нас совместно с Министерством образования по выкупным объектам. Там же также обсудили и скорректировали сроки по последним дорожным картам. По школе Кангаласа у нас завершены работы по выносу коммуникаций, и уже сети функционируют. В общем, планово пока так. Хорошо, спасибо. Управление дорог. Да, на прошлой неделе, получается, мы за выходные проверили все объекты, которые попали в нацпроект совместно с рабочей группой, куда входят наши структурные подразделения, по итогам которых будут составлены документы. Ну и в последующем мы будем принимать эти дороги. По эталону за выходные были внесены данные. Обновление будет сегодня, Сардана Владимировна. Вчера так и не дозвонились до колл-центра. А потом по мостам, получается, вот сейчас в режиме онлайн отслеживаем те транспортные единицы, которые вышли. То есть сейчас 3 машины у нас ждут паром на Нижнем Бестях, остальные машины уже на территории Амурской области и Республики Саха-Якутия. По письму подрядной организации также были отработаны вопросы по как раз-таки перевозке совместно с ледоколом. Решили? Да. В принципе, те моменты, которые возникали, сложности также по поставкам светильников, также решены. Сегодня запланированы выездные мероприятия на 202-203 микрорайон, улица Жарницкого, Хатынгырахское шоссе, по возобновлению движения автобусного транспорта. Вот. Все вопросы, которые были со стороны подрядных организаций, также директоров, решаются, в том числе по работе стафорных объектов. Что касается поручения по Хатынгырахскому шоссе, там по состоянию на прошлой неделе не было заделано 8 автобусных остановок. Вот по сегодняшней дате это 3 автобусных кармана, но до 15 ноября все эти проблемы будут устранены. Непосредственно по автобусной остановке Рамсарь, и Хаторок проблемы были устранены. 20 ноября. 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 20 ноября.
Так, пожалуйста, насколько это возможно в рамках действующего законодательства, ускорьте возобновление значит, движения автотранспорта, городского общественного транспорта. Принято. Потому что холода наступают, и вы сами прекрасно понимаете, что ходить пешком или там ездить на такси ни денег не хватит, ни нервов. Обращение улицы Жирницкого, 202-203 микрорайон, вы видели. Да. Ну и опять же, проследите внимательно за тем, чтобы вот те работы халтурные, когда наносили у вас дорожную разметку на неподготовленное дорожное покрытие, чтобы эти работы ни в коем случае не были приняты. Да, и вот последний резонансный также. Ну, конечно. Это что такое? Там месяца не прошло, как они дорожную разметку нанесли, ее уже не видно. Не вздумайте. Ни в коем случае. Все это вычеркивайте беспощадно. Так, ну и работайте с подрядчиками для того, чтобы они, значит, там ускорились по подготовке документов, потому что все-таки нам пора уже какие-то обозримые цифры по оплате надо. Ну, в том числе и по оплате, и по, ну, также по основному показателю по покрытию дорожной одежды. Мы с вами должны уже понимать, сколько денег будет не освоено. Ни при каких обстоятельствах в связи с некачественно выполненными работами, в связи с невыполненными работами. Вот это мы для себя уже должны... Ну и, Светлана Владимировна, за выходные, получается, сформированы несколько вариантов плана ремонта на 20-й, план и 21 год. Так. Мы Ну готовы и вынести их на общественную палату? после того, как мы внутри окружной администрации со структурными подразделениями данный вопрос изучим еще раз, конечно, можем уже вынести вопрос. Неделе, да? Да, на следующей неделе с АНФ, ну и с общественной палатой города Да, Якутска. надо всех одновременно собрать. В том числе и Якутская городская дума. Городская дума, да, чтобы потом в следующем году не было вопросов. Да, может, мы этот вопрос после решения финансовой части решим все-таки по определению списка 2020 года. Да, поэтому у нас несколько вариантов. Нет, ну список в любом случае должен быть. Просто как бы если подрядчики не смогут что-то сейчас нам, документы какие-то представить, и в связи с тем, что они не представят документы, они, предположим, уйдут в кредиторку 2019 года, но это может произойти только по их вине, если они не представят документы, да? Хорошо, ладно. Так, департамент экономики. Скажите, пожалуйста, вы когда объявите мониторинг и экспертизу нормативно-правовых актов? Уточню. Сейчас не могу сказать, не готова. Ну, я об этом говорю уже. Нет, мы уже проект запустили, Светлана Владимировна. То, что вы в прошлый раз по ОРВ говорили, да, проект запущен. Ускорьте. Хорошо. Подписание. Так, Союз Авто. Пожалуйста. Всем доброе утро. За прошедшую неделю выполнение рейсов графиков 96%. Также было совершено 2 ДТП без пострадавших. Хорошо. Значит, у нас, значит, в связи с ошибками, которые были допущены при проведении публичных слушаний, до сих пор не утверждены новые маршруты городские, которые рассматривали 17 октября. Так? Значит, совместно с отделом транспорта надо отработать, и все эти дни ко мне поступила масса обращений от горожан относительно того, что они против изменения маршрута автобуса номер 3 и просят, значит, оставить движение по улице Ярославского. Значит, все эти обращения я сейчас в отдел транспорта перенаправлю, вместе посмотрите. Так, и ко всем присутствующим я еще раз садитесь, пожалуйста, хотела бы обратиться и повторить. Публичные слушания, которые проводятся в рабочий день, должны проводиться после 18 часов. Так указано в положении о проведении публичных слушаний, утвержденных Якутской городской думой. Для чего это делается, вы понимаете. Для того, чтобы каждый горожанин, который желает принять участие, мог прийти в нерабочее время. А то, что вы ставите в рабочее время, это вы публичные слушания проводите сами для себя.
Коллеги, обращаю внимание, все публичные слушания в рабочие дни, если в будни проводите, только после рабочего времени. Потому что в противном случае прокуратурой будет расцениваться как нарушение прав неопределенного количества граждан. Понятно? Так, пожалуйста, Наталья Романовна. Доброе утро, коллеги. Прошедшая неделя была насыщена большим количеством юбилейных мероприятий, посвященных Дню народного единства. В ту неделю мы провели 2 комиссии по соцконтрактам, по объектам ГЧП. СОЖ номер 25 ждут лицензию, все документы уже были поданы. По 6-й школе заключение Роспотребнадзора получили положительное, заключение Пожнадзора. Так, пожалуйста, давайте в обратном порядке. Кто еще чего не получил? Хорошо. Так, заключение Пожнадзора еще не получили 6-я школа, школа АИКГАТА, Ивушка и Сырдавский детский сад. Так, подрядчик что говорит? Так, подрядчик говорит о том, что вплоть до вчерашнего дня выезжали комиссия инспектора, на этой неделе ждем заключения. По 6-й школе по наружному пожарному гидранту еще. Так, мы с правовым департаментом смотрели, значит, относительно возможности, значит, штрафных санкций по отношению к подрядчику «Газэнергомонтаж». Но мы же понимаем, что это все объекты построены в рамках ГЧП, правильно? Да. В результате подрядчик не смог обеспечить все необходимые, значит, требования надзорных органов. И в настоящее время вот эти 4 объекта не могут получить заключение пожарного надзора. По Роспотребнадзору что еще не готово? Так, по Роспотребнадзору практически все получили положительные заключения. На этой неделе ждут 2 образовательных учреждения. Которые? Так, это Ивушка и Сырдавский детский сад. Больше замечаний нет? Вроде больше замечаний нет. Только Пожнадзор, дымоудаление еще. В 6-й школе проблема. Дымоудаление, и у них еще и наружные пожарные гидранты, да? АИКГАТА положительные заключения, они ждут на этой неделе. Что? АИКГАТА ждут положительные заключения Пожнадзора на этой неделе. Ну, мы с вами о том, что они ждут положительное заключение, слышим уже на протяжении последних нескольких месяцев. Поэтому нет никакого основания доверять этому подрядчику о том, что действительно эти заключения будут получены. Значит, Владимир Андрей Леонидович, вы здесь? Пожалуйста, еще раз по договору с государственным частным партнером посмотрите по штрафным санкциям. Ну, это невозможно уже. Сдали объекты, ленточки перерезали, а недостатки как были, так и есть. И школа 35, нам на этой неделе надо выехать еще раз. Хорошо. Посмотреть все недостатки, которые есть по КИНГ 95. Если дальше так будет продолжаться и недостатки не будут устраняться, то, значит, правовой департамент, ну, с КИНГом 95 надо что-то тоже решать тогда. Хорошо. Так, на этой неделе планируется совещание на уровне дирекции жилищного строительства, так как внесены иные требования по предоставлению жилья детям-сиротам. Сегодня. У меня вкратце все. Евгений Николаевич. Доброе утро, коллеги. Строительный блок на прошлой неделе отработал в штатном режиме. Проведены в общей сложности 3 публичных слушания, 2 рабочих комиссии, 2 рабочих группы. Значит, в рамках подготовки совещания по самостроям с депутатом Государственной Думы у нас проведены отдельные встречи по объектам Можайского и Ленина 55 с рассмотрением, значит, различных вариантов решения. Исходя из этого, вообще, в принципе, мы понимаем, что по самостроям ситуация в городе на сегодняшний день является 253 объекта. Уже 253? Да, уже 253. Нужно, вот сейчас мы за эту зиму будем готовиться очень сильно к сносу этих объектов. Нужно начинать сносить и уже работать в формате не того, что мы ждем решения суда потому как снести. Давайте мы будем сносить и будем решение суда относительно нас, что где было, как, потому что ситуация с каждым днем только ухудшается, самостроев становится все больше и больше,
пора наводить порядок, показать, кто в доме хозяин. Но они пользуются той ситуацией, Альберт Никандрович, в том, что у нас в бюджете не заложено и не хватает денег на снос самовольных объектов. И пока мы с вами ищем в нашем дырявом бюджете, значит, десятки миллионов рублей на снос самовольных объектов, они тем временем начинают возводить. Они продолжают это делать, они эту ситуацию знают. И в результате, когда дом уже готов, и они его быстро заселяют. То есть они даже не дожидаются ничего вообще, учитывая, что документов нет. Они его заселяют, а потом мы получаем проблемы. Куда выкидывать этих людей с вещичками? Причем картина вызывает некие чувства, потому что это рецидивы. То есть одни и те же люди строят объекты, значит, объекты полностью на самозахваченных земельных участках присутствуют, то есть без никаких либо документов. То есть тут ряд вопросов необходимо смотреть по тому, по какой схеме люди подключаются, получают технологическое присоединение. То есть вот по самострою мы себе ставим большой пласт работы, чтобы навести порядок. Слушайте, а может быть, просто в качестве мысли, Аял Викторович, пожалуйста, правовой департамент, посмотрите вместе с Сергеем Николаевичем ситуацию, когда мы можем уступить свои права по сносу самовольных объектов некой организации, которая затем уже сама будет судиться с, значит, владельцами этих самовольных объектов на предмет взыскания с них стоимости сноса. Потому что пока мы с вами будем в бюджете деньги искать, нам детей, на питание детей не хватает, мы сейчас будем на самовольные объекты отправлять там десятки миллионов. Может быть, если есть какая-то организация, пользуясь прямым эфиром, посмотрите в рамках действующего законодательства, насколько это возможно, чтобы мы передали свои права по сносу самовольных объектов, соответственно, затем эта организация будет сама взыскивать в судебном порядке свои издержки. Может быть, с какими-то там, не знаю, процентами или там инфляция там какая-то, коэффициент. Если это возможно. Хорошо. Так, Еще? и у нас плановая работа идет по приемке дорог, работ, выполненных по дорог, с теми замечаниями, которые есть. На прошлой неделе проводили совещание с УГСЖ, с экспертизой, в плановом режиме работаем. Значит, у нас тогда в фокусе внимания на эту неделю это социальные объекты, БКАТ и работа по существующим и заключенным ДРЗТ в планах. Мы актуализируем всю информацию. Есть ряд ДРЗТ, которые не будут заключаться, которые планировались, но по тем или иным причинам не будем заключать. Так, необходимо пояснить жителям домов по Шевченко, почему застройщик, значит, изменил свое решение, с чем это связано и почему окружная администрация вынуждена была так поступить. Соответственно, если мы направляем по ДРЗТ, значит, уведомление о расторжении договора развития застроенной территории в связи с тем, что застройщик не исполняет взятые на себя обязательства. Более того, значит, в квартал попали дома, которые признаны аварийными и, соответственно, не могут быть включены в территории, которые попадают под эту застройку. Людям надо все объяснять. Потому что вы знаете, как себя сейчас будут вести застройщики. Они будут говорить, мэрия, значит, расторгла с нами договор развития застроенной территории, поэтому мы вас переселять не будем. И люди опять будут возмущаться, и логично, если они получат такую информацию. Поэтому дайте им правильную информацию, чтобы люди понимали, что происходит. Мы прежде всего ради людей это и делаем. Так, спасибо, на все. Роман Сергеевич. Доброе утро. На прошлой неделе рассматривали вопросы проблемные, связанные с газоснабжением земельных участков, выделенных для многодетных семей. Это микрорайон Северный и село Хатасы. У нас 31 октября должны были завершиться все работы, но есть объективные, субъективные причины отставания от этого графика. Планируем то, что до середины ноября все работы будут выполнены и, соответственно, запустим процесс сдачи объектов в эксплуатацию. Также на прошлой неделе состоялась встреча с предпринимателями по вопросу раздельного сбора мусора. В принципе, высказаны положительные тенденции увеличения количества предпринимателей, которые занимаются этими вопросами. Также со стороны 3 министерств Республики Саха-Якутия были рассказаны, какие выделяются субвенции для того, чтобы развивать это направление. В принципе, готовится к пилотному проекту со стороны Министерства ЖКХ и энергетики с рядом управляющих компаний. И, соответственно,
уже культуру по раздельному сбору мусора. Но остается, к сожалению, ряд проблем. Одна из таких проблем – это транспортировка данного раздельного мусора. Что предстоит еще решать? На этой неделе мы проведем вводное совещание по подготовке к отопительному зимнему периоду следующего 2020-2021 годов. Соответственно, будут поставлены постановочные вопросы, задачи, и будем готовиться к этому вопросу. Также на этой неделе планируем провести координационный совет по ЖКХ и экологии. Накопились ряд определенных вопросов, ну и хотелось бы обсудить с нашими предпринимателями, а также общественниками. Что касается по вопросу вывоза МБО, на прошлой неделе, в пятницу, мы провели небольшое рабочее совещание с участием Якутской экосети, Жилкомсервис, а также с организацией Сахарспецтранс, это учредители Якутской экосети, определились по ряду направлений для того, чтобы выйти из данной ситуации. В первую очередь, это, как всем известно, связано с финансовыми сложностями, проблемами двух организаций. На прошлой неделе было подписано распоряжение правительства республики. Ну и, соответственно, на этой неделе ожидаем поступления источников и, соответственно, приобретения всего необходимого, в том числе и топлива, для осуществления данной работы. Спасибо. У меня все. Альберт Николаевич, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я полностью согласен с предложением Григория Евгения Николаевича. Значит, мы еще, если мне память не изменяет, по-моему, весной или летом обозначали данный проблемный вопрос. И я тогда сказал вам о том, что чтобы вы внесли свои предложения о необходимости включения, значит, тех затрат в бюджет города для выполнения этих видов работ. Да? Я понимаю, что по закону финансовые средства, затраченные на снос незаконного строительства, должны взыскиваться с тех лиц, которые допустили эти незаконные действия. Поэтому давайте эти вопросы внесем в бюджет города. Я думаю, что проблем с этим абсолютно нет. Мы ждем от вас предложения. Но мы не можем включить в бюджет города, поскольку нет на сегодняшний день вообще никакой возможности. Вот в чем дело. Ну, я думаю, в экономику посчитать-то там не трудно, тем более эти средства же будут взыскиваться. Я думаю, что здесь вопросов больших-то не должно возникать. Уважаемые коллеги, напомню, что очередная сессия Якутской городской думы состоится 27 ноября. Последний день приема материалов к сессионным вопросам – это 7 ноября, четверг. Прошу иметь это в виду. По состоянию на 1 ноября поступило 5 вопросов. В прошлый четверг, 31 октября, состоялось очередное заседание Междепутатской ассоциации «Столица», во время которого были обсуждены вопросы, касающиеся государственного бюджета Республики Саха-Якутия на 2020 год относительно города Якутска. Надо отметить, что на прошлой неделе в адрес Якутской городской думы поступили предложения от наших коллег из Государственного собрания Литумен об участии в работе комитетов, на которых будут также обсуждаться вопросы относительно бюджетирования города Якутска. Для того, чтобы приоритетные постановочные вопросы города Якутска в части включения в бюджет республики расходов, связанных с развитием города Якутска, были учтены при принятии бюджета на 2020 год, считаю необходимым подключиться коллег из всех заинтересованных структурных подразделений окружной администрации. Предварительная договоренность с председателем Государственного собрания Литумен о проведении совместного заседания бюджетного комитета в части обсуждения вопросов, связанных с бюджетированием города Якутска, имеется. Прошу коллег из структурных подразделений активно включиться в работу. У меня все. Спасибо всем за внимание. Всем удачной рабочей недели. Так, значит, у нас с вами задачи на эту неделю. Ну, кроме того, что мы вошли, конечно, в отопительный сезон и ожидаем понижения температуры, значит,
Кроме этого, необходимо все-таки посмотреть по социальным объектам, насколько они готовы, значит, на контроль это постоянно держите. Из того, что мы с вами должны к завершению года сделать. Значит, во-первых, мы должны завершить с вами те мероприятия по внесению, значит, кадастровых кварталов в единую базу Росреестра. Это задача, значит, архитекторов и земельщиков, поскольку все-таки наличие всех, значит, данных в единой базе Росреестра позволит повысить, значит, доходную часть города Якутска. Поэтому эта работа крайне важная для нас, ну и не только в части доходов, но и в части вообще приведения в единообразие тех баз данных, которые у нас есть. Далее, повторюсь еще раз, значит, прошу ускорить работу по бесхозяйным объектам. В частности, если мы с вами по бесхозяйным объектам газоснабжения, значит, теплоснабжения, электрификации, там порядка 9 тысяч с лишним объектов у нас есть на сегодняшний день, бесхозяйных, из них мы оформили порядка 900 в этом году, и вы понимаете, что если мы пойдем такими же темпами, что нам еще придется 10 лет все это приводить в соответствие и, значит, готовить документацию. Несмотря на то, что наконец-то эта работа начата, тем не менее темпы низкие. И вы должны понимать, что из этих 9 тысяч, значит, объектов бесхозяйных, порядка там 5-600, по-моему, у нас объекты газификации. И это тоже, значит, на стабильную жизнедеятельность города Якутска довольно серьезно может повлиять. Ну и, конечно же, при приемке строительством, несмотря на то, что, значит, ЗОС выдается управлением государственного жилищно-строительного надзора, и мы, по сути, на приемку объекта, как ни странно, не влияем, да, тем не менее, значит, и те вот на самом деле обнаруженные проблемы около этих жилых домов Парус на 203-м микрорайоне, когда у нас труба газа оказалась на высоте, там, на глубине, точнее, 30 сантиметров, ну, это тоже, в общем, на самом деле все недостатки приемки объектов. И очень много обращаются и горожане, и вот руководители территориальных органов управления относительно благоустройства при приемке завершенных строительством объектов. Это тоже довольно серьезная проблема на сегодняшний день, надо ее каким-то образом урегулировать. Далее, значит, что касается газификации. Следите за исполнителем подряда по схеме газоснабжения, значит, по низкому давлению. У нас срок исполнения 6 декабря. Так, и сразу нам необходимо приступать к следующей схеме по высокому. Так? И только это позволит нам дальше двигаться по газификации тех районов, которые у нас постоянно стоят, особенно Марха, Покровский тракт. Сейчас уже начинают те земельные участки, которые по выданным многодетным в районе там, Тулагина, Кильдямцев и так далее, без всякой инфраструктуры. Из этого вытекает следующий вопрос, который мы поставили и перед депутатами Государственного собрания ЛТУМН, это увеличение финансирования города Якутска по столичным функциям. Все-таки у нас остро стоит вопрос по, значит, выпадающим доходам в связи с понижением, значит, налоговой ставки для субъектов малого и среднего бизнеса, значит, использующих ставку УСН. Далее мы говорим об алкогольных акцизах, отчислениях в город Якутск, поскольку мы понимаем, что основная оптовая торговля алкоголем происходит на территории города Якутска. Мы с вами говорим, все-таки продолжаем говорить об окончательном урегулировании вопроса о заработной плате и содержании прочих работников дошкольных учреждений, поскольку на 2019 год, значит, благодаря принципиальной позиции Арсения Сергеевича, значит, решение найдено, но тем не менее на 2020-2021 год эта проблема все равно перед нами встанет. Ну и повторюсь еще раз, мы перед депутатами поставили вопрос также об продолжении финансирования, значит, на организацию инфраструктуры на территориях, на земельных участках, которые выдаются многодетным семьям. Но также хотелось бы, Альберт Никандрович, обратить ваше внимание, что на территории Российской Федерации есть положительный опыт, когда субъект передает полностью транспортные налоги, значит, собираемые на территории отдельно взятых муниципалитетов, непосредственно в бюджеты муниципалитетов. Ну, поскольку понятно, что транспорт, он на территории, например, отдельно взятого города, в частности, Ростов 100% поступающего транспортного налога Ростовская область передает муниципалитетам. Это тоже было бы нам хорошей поддержкой. Ну, эта вся работа проводится и в рамках, значит, подготовки к принятию бюджета
городского округа город Якутск на 2020-2021 год и, соответственно, в рамках подготовки к принятию бюджета республики. И хотелось бы выразить признательность депутатам Государственного собрания Елтумен и депутатской группе «Столица» за готовность принимать участие в отстаивании вопросов города Якутска, ну и в понимании проблем. Также, значит, хотелось бы сказать, что, значит, мы с вами все вопросы, которые касаются жизнеобеспечения города Якутска, должны, повторюсь еще раз, держать на усиленном контроле, поскольку мы входим уже в период низких температур. Спасибо большое, удачной всем недели.